Испытано на себе. Приветствую вас, дорогие телезрители, на канале Якутия-24 в проекте «Испытано на себе». Меня зовут Артур. Сегодня я приехал в село Майя, где, кстати, предпринимательская деятельность интенсивно развивается. Моя цель на сегодня – испытать на себе в производстве пластиковых окон. Производственная компания занимается изготовлением алюминиевых и пластиковых дверей, окон, балконных перегородок, витражей, входных групп и так далее. И она называется компания Пластмастер. Сейчас зайдем вовнутрь и узнаем о производственной работе. Мы сейчас в мастерской у Холмогорова Сергея Михайловича. Сейчас Сергей Михайлович нам коротко расскажет, познакомит с производством пластиковых окон. Сергей Михайлович, коротко расскажите, пожалуйста, что здесь производится, как производится, какие оборудования. Ну, с истории можно начать. Если данная идея пришла в конце 2015 года. Надо было, захотелось чем-то заняться, своим делом, да. И 2016 года, с июля мы открылись под названием Пластмастер в селе Майя, приспособленном маленьком гараже, арендованном. Потом по времени по ходу дела мы закупились там земельным участком, построили себе производственный цех, и тут уже в этом году летом у нас будет первый маленький юбилей, 5 лет. У нас производятся в основном окна, пластиковые двери, алюминиевые окна, алюминиевые двери, балконное остекление, окна террас. Дополнительные аксессуары — это москитные сетки, ремонт пакетов делаем. А сколько у вас работников? Зима для окончиков — это не сезон. Эту зиму мы трудились 5 человек. В летнее время, осеннее, летнее, весеннее время где-то 10 человек справляется данным делом. Своими силами. Сейчас вы по заказу тоже какие-то работы выполняете, да? Ага. Сейчас. Да, в этом году у нас за первый квартал, можно считать, подписано 2 контракта. Это в селе Нёсь английского лица на 45 мест. Мы данные окна, двери уже выполнили. Ожидается только отвести и по мере стройготовности установить это где-то летом. И заканчиваем окна по объекту культурного центра дома в селе Баргонцы. На днях закончим и должны первый этаж уже начать установку. Так, сейчас Сергей Михайлович нам покажет, что где находится, а потом я попробую испытать на себе работу оконщика. Начинается производство пластиковых окон. Производство пластиковых окон начинается с заказа. Тут у нас маленький офис, клиенты подходят, мы тут же им показывая эскизный вариант по их размерам, с указанием цены делаем расчет. Если согласны, то сразу идет оплата, распечатываем задание в цех,
и по этому монтажному листу начинается дело. Рамки, створки, стекла, дистанционные рамки и армирование. Это дается работникам. Так, идем отдавать. Начинается все дело. Отсюда заносим профиля, ставим сюда. Это у нас двухголовочная пила. Сейчас покажем, как она режет. Тут линейка есть. Устанавливаем размер. У них 1,20 м. 26. Фиксируем. Ставим профиль. И нажимаем. В каждом окне внутри находится армирование. Это не только пластик. Пластиковое окно, внутри такие железные элементы. Они бывают разные. Тонкие, толстые. У нас стоит на данный момент 2 миллиметра армирования. Так, идем делать. Это автоматический шуруповерт, который фиксирует саморезами на профиль армирования. Сейчас я попробую сделать. Так, что надо делать? Педаль есть, нажимаешь на педаль. Да, ничего держать не надо. Ничего не надо. Как сильно? Расстояние 10-15. 10 на глаз. А они для чего они? Ну, что саморез, она внутри держит армирование. Армирование не дает искривляться пластик при температурных изменениях. Без этого она идет в обратный образ. В каждом окне внутри стеклопакета или створочной части конденсат по-любому выводится. Поэтому она должна секаться в положенную сторону. Поэтому на этом основе. А это станок как называется? Ну, станок для дренажных отверстий. Дренажный станок. Тут установлены вот указатели. Вот, слева, если в этой части, тут ставишь на синюю полоску, да? С этой стороны то же самое. Ну, по размеру, короче. Тут две эти делаются, да? Да, две дырочки. Тут тоже ничего сложного нету. Смотрим, где она стоит. Вот она стоит. Так, тут нажимаешь Кнопку. и ждешь. Педаль Ничего не надо. Вот ориентир, тут рисунок, оно должно дойти до сюда. Тогда опускаешь. Тут придерживать. Мне не надо. Просто нажимаем кнопку. Нажимаешь. Так, раз, два, три. Вот сделали. И внутренняя часть. Третий станок у нас фрезерный станок. Здесь делается отверстие для ручки. Центровку она выводит сама. В центре вот так делаешь. Крутишь, крутишь, крутишь. Она туда упирается. Уже центр найден. Фиксируем. Фиксируем. У нас тут вот эта часть опускает. Вот эта часть, там кнопочки есть. А Нажимаем. эта кнопка что делает? Ну, как контакт дает. Ага. И тут, да, только вот прямоугольные формы есть там внутри. Тут только по этой форме проходит. Начинаю отсюда, да? Ага. Нажимаем, две кнопки. Опускаем.
Сейчас посмотрим, что он сделает. Это получается, это для ручки. Да, вот тут 3 дырки. Это для фурнитуры. Четвертый у нас сварочный станок. Здесь делается как бы полноценное окно, друг к другу приклеивается или сваривается. Она каким образом приклеивается? Или Ну, методом нагрева. Тут нагревается тепловной банкой. Обертанные печки есть, стоят. Они нагревают ПВХ, по указанному секундам, 26 секунд она варит, и где-то 30 секунд она клеит. Тут 2 зеленые кнопки, нажимайте одновременно. Нажимаем. И держите. Я сейчас, я скажу. Так, нажимаем плюс. Так, вот это у нас зафиксировалось. Сейчас нам надо зафиксировать вот эту и вот эту. Там прижимаем к углу до упора. И оттуда, да? Да. И вот тросовые кнопочки есть. Видите? Нажимаете раз, правой стороной, нажимаете, да, левая сторона. И все готово, и 2 кнопки тоже. Секунд, так, 5. Раз, два, 3. Все. И ждем. Там какие-то доски опустились, и они нагреваются, да? Нагреваются, и Сейчас она поднимет. сейчас поближе покажу там. Вот эта вот штука нагревается, и там сплавляет ПВХ, потом она убирается и склеивается. Испытано на себе. Как раз ребятам привезли из Якутска материалы для пластиковых окон, там рамки, створки и всякие комплектующие. Сейчас будем разгружать, а потом продолжим. Тут у нас привезли дверные профиля на Амкинский объект и запаска, запасились до закрытия переправы, как бы так. Армировка, фурнитура, лента, герметики. Но этого должно хватить до открытия. Ждем моста. Ну, делаю вид, что я помогаю. Они по 6,5 метров. Так, продолжаем. Мы получили вот такую вот рамочку, и нам надо сейчас узнать, как сюда вставляются окна, то есть стекла. После обработки углов она приходит сюда, на этот стол. Так. Надевать такие вот железные элементы, фурнитура называется. Это заготовочка, ну она полуавтоматическая, тоже через воздух работает. Саморез тоже полуавтоматический, ничего, руками ничего не, просто вставляешь. И тут она лазерная, да? Лазерная. Вот она лазерная. Лазерная. Так, Наводите на центр отверстия и нажимаете. вот эту кнопку нажимаем, да? Здесь.
почувствуете, вот, когда она же закончит, весело. Так. Одна сторона готова. Она уже все под размер отрезала. Потом надеваем задние части режима, защелкиваете на отверстие. Ага. В дистанционных рамах вставляются уголки. Уголки заполняются молекулярным сито на таком приспособлении. Где-то на 70-80% до сюда. Потому что она имеет свойство расширения. До сюда нельзя. Она собирается вот такие рамки. Вот такие. И вот такие. Окна у нас двухкамерные, имеющие 3 стекла. Ну, толщина окна стеклопакета бывают разные, но мы делаем 4 сантиметра. Вот такая вот черная бутиловая лента, липкая. Она проходит через лазер, дает сигнал, и доли секунды она уже начинает выпускать бутил. Отсюда вот. Ну, из такого вот твердого бутила путем нагрева она становится жидкой. И да, вот на ленту вставляете. На ленту вставляю и просто... По движению ленты, ага. Ладно. Накосячил. По-моему, я испортил. Да? Идем дальше, да? Вот такие заготовочки у нас собираются здесь. Это у нас стекольная часть получается. 2 мойки стекла станки есть. У нас вертикальный, горизонтальный. То есть используем в основном горизонтальный. Китайское производство. Уже 5 лет отработал. Никаких нареканий. Все четко работает. Очень хорошо чистит. Ну, ребята, 3 человека тут стоят. Один подает, один собирает, другой герметиком, двухкомпонентным герметиком вторичную герметизацию проводит. И ставит на полочки вот такие. Упаковка у нас где-то на 40 пакетов. Ну, у нас места ограничены, площади не хватает, поэтому только так. Пока только так. Это у нас раскладочный стол. Стекло у нас на улице стоит. Тут ребята ставят и вот такими стеклорезами, ну, швабра называется. Разные есть. Средние, там маленькие, длинные. Режут, ломают, собирают где-то так. И отсюда отправляют на мойку. Это мойка и сушка стекла. Щеточки. Тут подается вода. Щеточки. Тут губка. Это фен.
нарезали стекло, а потом стекло проходит через автомат мойки. Здесь она моется тщательно. Вот на этом коробочке она сушится. И вот на этом столике она собирается уже. Сборка стеклопакета. Здесь 3 стекла соединяет вот такие вот дистанционные рамочки. А потом далее проходит вторичную герметизацию. И герметизация высыхает часа полтора. А потом и далее идет уже на сборку. Дорогие друзья, на этом станке обрезаются дистанционные рамы и пластиковые профиля, алюминиевые профиля. Сейчас попробуем. Держи. Ну и после. Это уже по размеру, да? Здесь будем резать штапель, называется... Штапик называется. Это держатель стеклопакетов. Эта технология как работает? Ну, тут диски тут внутри находятся. Она отрезает сразу с двух сторон. Ну, предыдущий тоже отрезается под углом 45. Устанавливается размер необходимый. Да, 41,5 у нас на данный момент, да? Стоит. И штапик до упора вставляем и нажимаем кнопочку. Все кнопочки? Да, тут все кнопочки. Хорошо. Нажимаем, держим. Все, она обрезала, да? Обрезала. Ну, поднимаешь вот эту часть, снимаешь. Вот, у нас длинная часть готова. Такие два надо, парные. Еще одну. Вот таким вот углом она режет. 38,8. Ну, условно, тут стеклопакет стоит. Это вот так. Вот так. Ее просто одевается. Одевается, ну, забивает молоточком. Сейчас покажем. Вот. Ну, это та створка, которую вы сделали сами. Уже с фурнитурой, со штапиками. Так, рама у нас почти готова. Скоро будем устанавливать окно. Вот эти вот уже изготавливаются большие окна для больших зданий. Это спецзаказ. Вот он, процесс установки окон. И тут одевается стеклопакет на конкретном примере. Тут уже как бы завершение, да? Да, вот это финальная часть уже. Финальная часть, уже конечная точка. Последний этап производства окон. Сборка стеклопакета, надевание. Да. Тут уже фурнитура, зацепы уже установлены, все закрыто. Регулировку окна на месте, после монтажа сделаем. Сейчас условно стоит, а там точно... А после завершения вот, заказчики как берут или вы сами доставляете? Ну, у нас как бы система под ключ. Сами делаем, сами отправляем, сами устанавливаем и даем гарантию. И обслуживаем тоже сами. Поэтому удобная схема для всех получается. Для заказчика, застройщика, и потребителя, и для нас. Посмотрим, как вставляют сюда трехслойный стеклопакет. Вот как раз
поднимаюсь наверх. Здесь комната отдыха, кухня. Здесь вообще расположены комфортно, диван, кровать. Здесь, по-моему, они ночуют. Со второго этажа как раз хозяин наблюдает с высоты, кто работает, кто не работает. Все там прекрасно видно. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Сегодня я испытал на себе работу оконщика. И как вы видите, изготовление стеклопакетов, сборка окон европейского стандарта требует знания различных электрических станков, а также умение пользоваться специальным стеклорезом. И, конечно же, требуется навык, опыт работы и много практики. Хочу отметить, что Пластмастер производит стеклопакеты, рассчитанные для наших суровых климатических условий. Я с вами не прощаюсь. До скорой встречи. Испытано на себе.